Здравствуйте! Сегодня я продолжу знакомить вас с лучшим вариантом латиницы для казахского языка Kazakh Grammar. Напомню, что мы проходили буквы К, Х, Г, Г и Ш. Буква К, Х это К, здесь хон, здесь кун. Несмотря на то, что обозначается как одна буква К, жуан дауслар читается как К, ленинский дауслар читается как К. Это как в словах мен и адам по-разному произносить букву М. Мен – мягкая М. Адам – твердая М. Также и здесь. Хон, кун. То же самое с буквами Г, Г. Согу, сөгу. Теперь перейдем к буквам У и буквам И. Это примеры. Вы можете попробовать их прочитать. А пока я начну ознакомление вас с буквой У. Буква У нас согласная, то есть дауссыз дыбыс. Есть очень много аргументов, почему он даусты. И один из них это слова жазу, келю. В слове жазу и в слове келю то сохраняется, то не сохраняется закон сингармонизма. Жазу закон сингармонизма сохраняется, келю закон сингармонизма не сохраняется. Пока у нас в кириллице жуан дауста, поэтому келю не подчиняется. Как из этого выйти? Мы обозначили У как W, но не просто перевели букву У транслитом в W, как это предложили в рабочей версии жазу, келю. А здесь не может быть две согласные подряд. Между ними должна стоять гласная обязательно. Это закономерности казахского языка. И вот здесь мы их соблюли. Жазу, келю. Буун, боун. Здесь бун. Если вы внимательно прочитаете слово бун, то вы поймете, что где-то между буквой Б и буквой У есть звук О, но он произносится настолько быстро, что почти незаметен. Но этот звук О как раз выручает нас в таком случае. Здесь мы пишем боун. Распределение гласных и согласных равномерное. Слово бу, точно так же как бу, пишется через О. Бу. И слово су, то есть охлаждаться, пишется как со. Соу. Еще раз обратите внимание на рабочую версию. Здесь у нас предлагается просто слово из 3 букв записать как слово из 3 согласных букв. Такого нету нигде в мировой практике. И я бы не хотел, чтобы казахский язык со своей латиницей прославился именно таким образом. Поэтому правильнее будет принять такой вариант записи буквы У. И конкретнее, когда мы пишем как У. Просто W мы пишем в словах после гласных, ауа и алау. После гласных пишется просто согласная W. В первом слоге и в словах, состоящих из одного слова, мы можем написать У. Уакат. У. Далее. У мы записываем в жуан дауслар, у в ленинский дауслар. Допустим, у, аю, ту, шаруа, шаруа. При быстром произношении буква И практически пропадает, но она есть, и ее запись сохранит закономерности записи казахских слов. Здесь елю, еру. Еще один аргумент в пользу такой записи, и это один из главных, это запись. Такой же записью пользовались наши предки. Мы не взяли такие закономерности с воздуха, такую запись. Например, в дағырша, қазақша, ханзуша сөздікте у нас есть слова, те же слова келю
кию записаны точно так же, как мы прилагаем Kazakh Grammar. Келю, кию. Также в записях до 1929 года у нас өсімдік тануы, шаруа, жануарлар также пишется через буквы «ы». Шаруа, жануарлар. Надеюсь, этой аргументации хватит для того, чтобы вы поняли, что мы имеем в виду. И перейдем к букве «и». Если вы внимательно посмотрите на вариант Kazakh Grammar, алфавит Kazakh Grammar, вы увидите, что там нету буквы «и». И спросите, как же так? На самом деле так и должно быть, потому что буква «и» встречается довольно редко. Также буква «и» переходит в букву «э», «о» и «е». Далее об этом расскажем. А теперь рассмотрим примеры. Ки, ки. Здесь «к» читается, потому что «о» это жуан дауста. Ки. А здесь «ки» читается как «к», потому что женские дауста. Ки. Те, кто еще не запомнил, могут посмотреть на точку «ки» и по ней определить, как будет читаться буква «к». Теперь посмотрим на слово «иглик». Ну, здесь понятно, буква «и» заменяется буквой «э» и буквой «и» краткая. «И», «иглик». А здесь у нас просто или «игилик», или «эглик». Непонятно, невозможно разобрать, потому что в официальной версии, то есть в рабочей версии, которую нам предложили, буква «и» и буква «э» записывается через латинскую «ай». И поэтому непонятно, «эглик» или «иглик». Слово «фин» мы записываем как «пен». Не удивляйтесь. Возможно, это что-то новое для вас, но на самом деле в казахском языке нету буквы «ф». Многие об этом знают, но некоторые могут и не знать. В казахском нету буквы «ф», и где бы вы ни смотрели, какое бы казахское слово вы ни взяли, там нету буквы «ф». И нацию «фин» мы произносим как «пен» и записываем как «пен». Слово «Берлин» записываем как «берлин». Здесь та же самая проблема, неизвестно здесь «фен» написано или «пен», или здесь «Берлин» или «берлин». Это один из минусов рабочей версии, которую нам предложили. Так, и теперь рассмотрим, где и как записывается буква «и». А буква «и» записывается как буква «о» и краткая в словах с жуан даустлар. Х-у, х-и, о-у, хью, тыин. Записывается как «э» и буква «и» краткая в казахских словах с женский дауслар. Кию, тиин. Также буква «и» часто переходит в букву «е», букву «э» и букву «ы». Допустим, буква «е». Слово «интернет» будет правильнее произносить и записывать как «интернет». Это мы вам докажем. Билет мы читаем как и произносим как «билет». Если у вас дома разговаривают на казахском языке, то может возникнуть такой диалог. Балам, сен билет алдың ба? Я билет алдым. Вот везде мы произносим как билет. И та же самая история с Иран. Иран. На слух разница очень маленькая, поэтому и происходит такая трансформация. Иран. Далее буква «ы». А это допустим, арабизмах. Иттифак. Слово «иттифак» наши мудрые и наши гордые предки не стали произносить и ломать язык, и произносить «иттифак», подстраиваясь под арабов. Мы по-казахски начали говорить «унтамак». И это правильно. Так и должно быть в любом языке. Любое вводное слово должно говориться на лад того языка, на который оно переводится. И мы, сообразно этому, также напишем «антамак» или «исхак», как «аскар». Еще один арабизм, слово «дин», религия. На арабском это «дин», на нашем это «дин».
Также вот слово «дин», религия, переводится в некоторые слова как «ден». Это в именах встречается, например, «нариден», «нажмиден» и так далее. И вот сравните с произношением на русском языке имя Муллы. Мы говорим на казахском «молда». Две «л» не могут чередоваться, поэтому вторая буква «л» переходит в «д». Вот есть «молда», «шамиль», «аляуддинов». У них «дин» сохраняется. И слово «берлин», «берлин», «фин», «тен». И это также придумали не мы, это не мы первые используем. И приведем вам доказательства. Переход буквы «и» в букву «е». Интернационалдық. Владимир Илья-ұлы Ленин. В казахском нету буквы «в». Поэтому мы говорим Владимир Илья-ұлы Ленин. Ерікті Ирландия. Вот то доказательство слову интернет. Здесь слово интернациональный на казахском записывалось как интернационалдық. И вот ентер то же самое, что интер. И интернет должен произноситься на казахском как интернет. И думаю, что вы, поставив на паузу, сможете сами познакомиться с остальными примерами и убедитесь в том, что то, что мы предлагаем, правильно. То, что мы предлагаем правильно, то, что мы предлагаем верно и оптимально. То, что мы предлагаем, соблюдает закономерности казахского языка. Это не одна закономерность, это закон сингармонизма, закон того, что две согласные не могут чередоваться, и перестройка на казахский лад вводных слов – это тоже закономерность, и она должна соблюдаться, так же, как и в именах Владимир и Илья. Теперь мы вам представляем вариант раскладки для андроида и для телефона. Вы можете скачать его через QR-код, и обратно для Windows и macOS также можете скачать через эти QR-коды. Мы здесь представили сравнение с еще одним распространенным вариантом латиницы для казахского языка – Казахпарат или Казинформ. У них очень много диакритики. Это «г», это «ш» и буква «ч». Я вот вообще никогда не мог понять, зачем вводить букву «ч». В казахском языке нету буквы «ч». Тот же Кокчетав, когда-то называли Кокчетав, мы никогда не говорили Кокчетав, мы говорили Кокчетал. Испокон веков Кокче так и говорили через «ш». И в казахском языке нету буквы «ч». Так зачем для нее вводить отдельную букву? Еще и диграф, то есть диакритику. Также с буквой «ш». Зачем для нее вводить диакритику, если у нас освобождается вот это «си»? У нас нету слова буквы «си», буква «с» у нас записывается через «с». Так зачем для нее оставлять одну букву, непонятно для чего? Лучше пусть она будет буквой «ш». И она, во-первых, стандартная, во-вторых, раньше наши предки также использовали эту букву «си» как букву «ш». Это не диакритика, поэтому мы должны ее использовать как букву «ш». И мы так и сделали в варианте Казах Граммар. Сегодня мы рассмотрели буквы У и буквы И. Думаю, что в будущем я сниму видео подробнее про букву К и букву Г, потому что именно это правило почему-то вызывает большинство вопросов, хотя это должно быть чем-то таким естественным. Об этом я вам расскажу в одном из следующих видео. Спасибо за внимание. До скорых встреч!